Добрый день, уважаемые коллеги! Мы начинаем наш семинар, посвященный всероссийским проверочным работам, которые уже очень скоро начнутся в российских школах. Сегодня мы разберем с вами задания по английскому языку для 11 классов, обсудим алгоритм выполнения отдельных заданий. Также вы увидите, какие ресурсы можно использовать при подготовке к ВПР. Итак, начнем с назначения всероссийской проверочной работы. Всероссийские проверочные работы ВПР проводятся в целях мониторинга результатов перехода на ВГОС и направлены на выявление уровня подготовки школьников. Всероссийская проверочная работа предназначена для оценки уровня освоения учащимся 11 классов предметного содержания курса иностранных языков и выявления тех элементов содержания, которые выявляют наибольшие затруднения. Контрольные измерительные материалы КИМ предназначены для диагностики достижения метапредметных и предметных результатов обучения. Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями для совершенствования методики преподавания иностранных языков, муниципальными и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, для анализа текущего состояния муниципальных и региональных систем образования, формирования программ и их развития. Необходимо отметить, что использование результатов ВПР для оценки деятельности образовательных организаций или учителей, муниципальных и региональных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, не предусмотрено. Цель проведения всероссийских проверочных работ – это итоговая оценка учебной подготовки выпускников среднего общего образования, изучавших данный язык – английский, немецкий или французский на базовом уровне. Уровень, вы видите на слайде, это А2 плюс Б1. В 2022 году ВПР по английскому языку в 11 классе будет проводиться с 1 апреля по 20 мая в любой из этих дней. ВПР традиционно проводится в компьютерной форме. Работа состоит из двух частей – письменная и устная. Письменная часть содержит задания на аудирование, чтение, грамматику и лексику. Устная часть включает в себя чтение отрывков вслух и развернутое монологическое высказывание. Длительность работы: письменная часть 60 минут, устная часть 15 минут. С чего же начать подготовку к всероссийской проверочной работе по английскому языку? Конечно, с вебинара, что мы сейчас с вами и делаем. А также необходимо изучить основные документы ВПР, из которых можно подчеркнуть информацию о том, как проходит данная работа, ее содержание и структура. Что касается непосредственно подготовки к ВПР, здесь разработчики говорят, что специальной подготовки со стороны участников не требуется, хотя, конечно же, идти на ВПР совершенно неподготовленным – это тоже рискованно. Даже у довольно сильного ученика могут возникнуть трудности с выполнением заданий, если он не знаком с их форматом. Поэтому необходимо научить учащихся внимательно читать задание, соответственно, выполнить его верно и получить необходимые баллы. В противном случае баллы могут быть потеряны. Поэтому для того, чтобы хорошо подготовить ребят к всероссийской проверочной работе, нужно узнать, что такое всероссийская проверочная работа, познакомиться с кодификатором требований и изучить демонстрационный вариант, который уже размещен в интернете. Итак, вот тоже мы видим, для чего предназначена работа, какие условия, в каких условиях работа выполняется, и какие подходы к отбору содержания и разработке структуры всероссийской проверочной работы. Мы видим, какие проверяются умения и навыки во всероссийской проверочной работе. Это аудирование, чтение, грамматические, лексико-грамматические навыки. И устная часть – это чтение текста вслух, монологическое высказывание, то есть описание выбранной фотографии. Еще раз напоминаем, и вы видите сейчас количество заданий на слайде, максимальный первичный балл, а также время выполнения заданий. На данном слайде мы видим, что проверяется
Задания распределяются по уровням сложности, это базовый и повышенный, и распределение заданий по уровню сложности. Как раз та самая система перевода первичных баллов в отметку. Участник ВПР может получить 32 балла максимум за всю работу в случае верного и точного выполнения всех заданий. Отметка 3 выставляется, если он набрал минимум 11 баллов, ну и до 17. Отметка 4 от 18 до 24 баллов из 32 возможных. Ну и 25-32 баллов означают высокий уровень выполнения работы, и ребенку выставляется оценка «Отлично». Далее вы видите коды требований, которые представлены в кодификаторе. И также мы можем посмотреть, представлены требования к проверяемым знаниям, умениям и навыкам в части лексической и грамматической сторон речи. В принципе, смотрите, они все перекликаются с теми знаниями, умениями, навыками, которые в программах прописаны, но все-таки не лишне повторить материал к всероссийской проверочной работе. На данном слайде мы видим языковой и лексический материал, грамматическую сторону речи, ну и здесь предметное содержание речи и предметное умение, какие темы необходимо повторить и что нужно уметь. Итак, ну сейчас предлагаю приступить непосредственно к разбору заданий ВПР, как же подготовиться к ВПР по иностранному языку. С чего начать? Я выделяю 3 составляющие успеха. Это, конечно же, коммуникативная компетенция, знание формата заданий, ну и владение экзаменационными стратегиями, то есть как нужно выполнять определенное задание. Проверочная работа. Для чего нам еще нужны экзаменационные стратегии? Конечно же, они помогут понять, как работать с каждым видом и форматом задания. Далее, очень важно научить ребенка правильно распределять свое время на экзамене, чтобы все понимали, что потратив неоправданно много времени на чтение, можно потерять баллы в остальных заданиях. Поэтому нужно приучать ребенка тратить столько времени на задание, сколько необходимо. Далее, понять свои слабые и сильные стороны, опираться на них на экзамене. Ну и все это вместе поможет успешнее сдать ВПР. Чтобы правильно научиться пользоваться стратегией, нужно ее показать, нужно тренировать, конечно же, и отработать на тренировочных тестах. Это мы все с вами, коллеги, знаем. Ну и вот давайте посмотрим задания по ВПР, непосредственно взятые из демо-версии 2022 года. Она начинается с задания по аудированию. Учащимся предлагается дважды прослушать диалог с перерывом 15 секунд и выполнить задание. Им предложено 5 предложений, связанных с содержанием диалога и содержащим 3 варианта ответа для заполнения этих пропусков. Если говорить о компьютерной версии данного задания, то учащимся необходимо выбрать из выпадающего списка тот вариант, который они считают верным. Задание на аудирование оценивается 5 баллов. Итак, мы видим, что данное задание проверяет умение извлекать необходимую запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов соответствующей тематики, ну и полно и точно понимать высказывания собеседника. Это повышенный уровень сложности, и поэтому нужно подготовиться к выполнению такого задания. Как же подготовиться? Ну, существуют достаточно эффективные приемы по обучению аудированию. Первое, это, конечно же, все должны понимать формат задания, постоянно тренироваться на уроках, выполнять такие задания. Полезно при выполнении такого задания и анализировать ответы, которые учащиеся дают, и как они их получили. Далее, необходимо использовать упражнения, которые нацеливают внимание учащихся на специфические черты задания,
Ну и использовать в работе упражнения, которые научат учащихся внимательно изучать тестовые вопросы до прослушивания текстов, прогнозировать по ним содержание, высказывать, настраиваться, воспринимать информацию, присутствующую в текстах. Это очень важно. Итак, какие предлагаются нам приемы и методы обучения аудированию на различных этапах работы с текстом? Конечно же, нужно учиться задания выполнять последовательно на 3 этапах. До прослушивания pre-listening, во время прослушивания while listening и после прослушивания post-listening stage. Я из опыта работы тоже и подготовки учащихся к всероссийским проверочным работам предлагаю следующий алгоритм действий по выполнению заданий на аудирование. Конечно, необходимо внимательно прочитать задание, чтобы понять, о чем идет речь. Далее определяем общую тему, подчеркиваем слова в каждом вопросе. Необходимо прочитать предложенные варианты ответов и подумать, какие ассоциации они вызывают. Постараться предугадать ответ, используя свои знания по предлагаемым вопросам. Подумать о синонимах к ключевым словам, которые используются в звучащем тексте. Ну и помнить, что вопросы в задании расположены в том же порядке, что информация в тексте, что не надо перепрыгивать и искать ответ на последний вопрос в самом начале. Так, рекомендую следующий алгоритм выполнения заданий. До прослушивания аудиозаписи необходимо ознакомиться со всеми вопросами, понять, какую информацию необходимо услышать в тексте. В каждом вопросе необходимо выделить ключевые слова и подумать, как могут быть сформулированы вопросы в аудиозаписи и как звучащий текст может отличаться от напечатанного вопроса. Посмотреть на предложенные в задании варианты ответа. Их может быть только 3. И вам надо понять, верно ли данное утверждение только по отношению к кому-то одному из указанных участников, к обоим, или оно неверно не для одного из них. То есть это у нас до прослушивания записи, pre-listening stage. Далее мы уже прослушиваем аудиозапись. Во время прослушивания аудиозаписи необходимо следить за текстом, стараться услышать ответ на поставленный вопрос. Дальше помнить, что вопросы следуют в соответствии с логикой текста. Необходимо понять, где начинается и заканчивается часть текста, связанная с каждым вопросом. Для того, чтобы не пропустить информацию, постараться услышать, не прозвучит ли в реплике ответ не только на текущий, но и на следующий вопрос. По ходу текста делать записи на английском или русском, все равно как, не обязательно думать о том, как правильно ли написано слово. Ну и мысленно обосновывайте свой выбор. Если вы не можете сделать это сразу, постарайтесь обратить внимание на данную часть текста при 2-м прослушивании. Итак, это во время прослушивания. Так вот я объясняю ребятам, как надо правильно слушать. Давайте посмотрим на слайд. Здесь вы видите вот один из предложенных вопросов из демо-версии 2022 года. Who has a headache? И 3 варианта ответа, которые нам предлагаются. Tracy, Jack, both. Итак, прослушивая диалог, нам необходимо обратить внимание на такое предложение. Jack, you really look unhappy. You can tell me. И Jack отвечает, never mind, Tracy. It's just a slight headache. That's all. I'll be fine. То есть данное предложение доказывает, что правильный ответ who has a headache будет относиться 2-й вариант Jack. Далее еще один из вопросов. Вот, например, C. Who prefers still life paintings? Опять 3 варианта. Tracy, Jack, neither. При прослушивании необходимо услышать такой вариант. Well, yeah, Tracy спрашивает. Like in still life paintings? Jack отвечает. Well, yes, if I have to look at art, I'd rather see that kind of picture. Again, who prefers still life paintings? Jack. Jack предпочитает. Таким образом, данное задание развивает такие механизмы аудирования, как фонематический слух, память, механизмы эквивалентных замен и так далее. Итак, еще раз напомню.
что при обучении аудированию необходимо разбирать инструкции к заданиям, просить детей объяснить, что требуется выполнить в каждом конкретном задании, разбирать задания и трудности, на каждом уроке слушать тексты, знакомить обучающихся с разными стратегиями и приемами извлечения информации, ну и показывать разные виды опор для понимания содержания текста. Ключевые слова, цифры, грамматические конструкции. Необходимо учить их выделять при прослушивании более длинных текстов. То есть научиться слушать можно. И так, я надеюсь, что достаточно понятно, как подготовиться к выполнению заданий по адированию. Ну, теперь разберем следующее задание. Это чтение графического текста. Данное задание направлено на проверку чтения с пониманием основного содержания прочитанного текста. В задании представлено 5 коротких текстов схожей тематики и 6 предложений либо заголовков, отражающих основную мысль этих текстов. От учащихся требуется поставить тексты и заголовки. Итак, данное задание по уровню сложности относится к базовым, и здесь проверяется понимание основного содержания текста. Обратите внимание, да, вот указано здесь, что учащиеся должны уметь читать аутентичные тексты различных стилей с использованием различных стратегий и видов чтения. Ну и также использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания текста. На экране вы видите пример из, опять же, демонстрационной версии 2022 года ВПР, в котором следующее задание. Установите соответствие между текстами и рубриками, выбрав рубрику из выпадающего списка. Используйте каждую рубрику только один раз. Задание «Одна рубрика лишняя». Мы видим 6 заголовков: Celebrations, Food, Traveling, Geography, Animal Facts, Weather. И необходимо соотнести данные заголовки с текстами. Как необходимо работать? Ну, конечно же, необходимо работать с каждым текстом последовательно. Как я тоже всегда советую, бегло просмотрите каждый текст, найдите ту информацию, которая поможет принять правильное решение. Ну и прежде чем поставить ответы в бланк, проверьте себя, докажите обоснованность принятого решения, цитирую соответствующие фрагменты из текста. В целом, конечно, задание должно быть к 11 классу понятно, как делать, но все-таки хочется напомнить следующий алгоритм выполнения задания. Для чтения данных текстов я всегда советую, рекомендую определить, объединены ли заголовки одной идеи, проблемы, ситуации. Если да, то какой. Далее, определить основной смысл каждого заголовка и работать с каждым заголовком последовательно, не пропуская ни одного. Для этого необходимо выделить ключевые слова, коротко передать основную мысль заголовка на русском или английском, как вы ее понимаете. То есть, условно говоря, какая может информация содержаться в тексте, если такой заголовок. Это можно предположить. Если заголовки объединены одной темой, то необходимо определить, есть ли среди них схожие по смыслу и чем же они все-таки отличаются друг от друга. На самом деле в последнее время, да, задания усложняются, и действительно, если мы возьмем вообще задания предыдущих лет, то достаточно очевидны были ответы на данные вопросы, но сейчас уровень заданий усложняется, и действительно они могут быть все похожи, и часто от ребят слышишь, что подходит и то, и другой заголовок. Ну вот поэтому и необходимо определить некоторые различия. Далее, как я уже сказала, подумайте, о чем может быть текст каждому из заголовков. Ну и после того, как вы все проработали, примерно определили, приступайте к выполнению задания и закройте страницу, восстановите заголовки по памяти. Если вы смогли это сделать, значит, во время заполнения нам не придется постоянно возвращаться к заголовкам и терять время.
Итак, во время чтения текстов, то есть это было до чтения текста, это всегда мы рекомендуем учащимся так работать, сначала поработать перед чтением текста, затем уже во время чтения текстов. Работать, конечно же, с каждым текстом последовательно. Просмотреть первое и последнее предложение текста. Мы всегда помним, что первое предложение – это top sentence, в нем содержится основная информация. Остальные предложения в параграфе являются аргументами или доказательствами данной мысли. Опять же, задания усложняются, и часто теперь бывает, что именно ответ на вопрос, который нас интересует, может содержаться и во второй половине текста, то есть в конце практически. Итак, как правило, этого бывает достаточно для определения основного содержания текста, но если этого все-таки недостаточно, необходимо просмотреть весь текст и найти ту информацию, которая поможет принять решение. Можно делать пометки, выделять нужную информацию. Ну и прежде чем поставить ответы в бланк, необходимо проверить себя, доказать обоснованность принятого решения и найти информацию в тексте, процитировать соответствующие фрагменты. Давайте посмотрим на экран. Здесь вы видите опять то же самое задание на чтение, где необходимо соотнести заголовки и тексты. И мы видим выпадающий список, в котором обозначены заголовки текстов. И давайте посмотрим, как мы можем проверить правильность выбранных вариантов. Ну, например, первый текст, да, и тоже мы учим детей подчеркивать, если есть возможность. Мы подобрали заголовок weather к тексту A, потому что здесь есть следующее предложение. In the north, winters are long and harsh. In some places there is lots of snowfall and temperatures fall below 40 degrees Celsius. Итак, данное предложение доказывает, что речь идет о погоде. Далее, текст B, мы подобрали заголовок traveling 3, потому что в первом же предложении, в top sentence, содержится следующая информация. Choose the incredible New Year tours to cold Lapland. Tours, тур. То есть понятно, что речь идет о путешествии. Далее, C. Подобрали заголовок food, еда. И давайте найдем предложение, которое доказывает, что именно этот заголовок соответствует данному тексту. A very interesting diversity of local dishes. Fish and meat are imported ingredients in some areas, and oats, berries and milk are common in other regions. То есть перечисление продуктов, блюд и так далее доказывает нам, что речь идет о еде. Ну и текст D. Здесь подходит заголовок One. Celebrations. The New Year is one of the most important holidays in the Russian calendar. Таким образом, в первом же предложении содержится информация, что речь пойдет о праздниках. Напоминаю, что данный вид заданий соответствует базовому уровню сложности, ну и проверяется здесь понимание основного содержания текста. Еще раз хочется обратить внимание, чтобы ребята знали, что выполнять задания по чтению необходимо до, во время и после чтения. До чтения различные предположения, прогнозирования, подчеркивания возможных ответов, во время чтения нахождение необходимой информации, ну и после чтения самопроверка, самому доказать, что это выбранный ответ верный. Так, предлагаю вам такие упражнения для развития навыков прогнозировать и работать до текста. Ну, например, задание определите по заголовку. Мы можем учиться тематику текста, проблемы, которые могут обсуждаться в тексте, ключевые слова и выражения, ассоциации. Далее, как сформулировать? Необходимо давать задания на предположение тематики текста, на основную идею текста.
Такие задания, как прочесть вопросы, утверждение по тексту и определить тематику и проблематику, к какому жанру можно отнести текст и так далее. То есть все эти упражнения можно использовать на предтекстовом этапе. Теперь, какие упражнения можно использовать для развития навыков понимания уже в тексте, то есть текстовый этап? Конечно же, найти в тексте можно ответы, соответствия, заголовки, описания, отрывки. Далее, подтвердить или выявить, или выполнить или восполнить правильность или ложность утверждения, то, что не упомянуто, задание на множественный выбор и так далее. Ну и мы можем сформулировать, прочитать и найти, как будут развиваться события, отрывок, предложение, значение слова или слов по контексту. То есть упражнения в текстовом этапе система упражнений может привести и приводит к успешному выполнению задания ВПР в части чтения. Ну и, конечно же, после текстового этапа, это система упражнений после чтения, выявить новое из прочитанного текста, подтвердить, опровергнуть, доказать или охарактеризовать правильность или ложность и так далее. Ну и сформулировать, составить или изложить текст, что могло бы случиться, новый конец текста и так далее. То есть существует очень много упражнений, развивающих навык после выполнения заданий после текстового этапа. Таким образом, на слайде вы также видите рекомендации при обучении чтению. Основной из этих рекомендаций, что работать с чтением необходимо систематически, тексты читать постоянно, потому что изучение языка невозможно без опоры на текст. То есть это какую бы мы деятельность ни взяли на уроке, чтение, аудирование, письмо, это везде текст. То есть нужно уметь работать с текстом. И мы, учителя английского языка и учителя иностранного языка, должны это помнить и все время выполнять. Итак, то есть это у нас были стратегии выполнения заданий чтения. Ну а сейчас мы переходим к следующему виду заданий. Это задание грамматическое. Оно имеет своей задачей оценить, насколько сформированы у участников ВПР навыки употребления грамматических форм в коммуникативно значимом контексте. Что такое коммуникативно значимый контекст? Это, конечно же, связный текст, содержащий пропуски. Данные пропуски необходимо заполнить, выбрав из выпадающего списка один из 4 вариантов грамматических форм определенной лексической единицы. Максимальное количество баллов здесь 6. Уровень сложности базовый. Коды требований представлены в кодификаторе ВПР. И мы видим с вами образец из демо-версии ВПР 2022. Как правило, мы знаем, что, и как я всегда тоже объясняю ребятам, как выполнять данное задание. Конечно же, необходимо вначале посмотреть на заголовок текста, предположить, о чем может идти речь, затем пробежаться глазами, соответствует ли наше предположение теме, которую мы подумали, что будет, о чем будет идти речь. Конечно же, следующее, что я всегда советую, это посмотреть на слова, вынесенные с правой стороны, то есть те слова, которые необходимо изменить так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. И далее необходимо определить какие-то части речи. То есть всегда ребятам говорю, увидели существительное, что мы можем сделать с существительным? Конечно, мы можем изменить существительное по числам. Здесь необходимо вспомнить ребятам, как образуется множественное число существительных. Конечно же, исключение из правил. Это нужно повторить перед всероссийской проверочной работой. Следующее. Если мы видим прилагательное, опять же мы можем порадоваться, потому что что можно сделать с прилагательным? Надо вспомнить их степени сравнения, подумать, вспомнить о различных конструкциях, которые соответствуют степеням сравнения и так далее. Далее, если мы видим числительное, опять порадуемся, потому что как можно изменить числительное? Числительное можно сделать порядковым из количественного. Ну и вспомнить несколько наречий, которые изменяются
twice, once и так далее. Следующее. Если видим местоимение, тоже это не должно вызывать трудностей, потому что мы знаем, что местоимение может быть притяжательным, личным, возвратным, объектным. И это тоже необходимо повторить перед всероссийской проверочной работой. Так, ну и в принципе, да, ну глагол to be, конечно же, это у нас, да, это все достаточно выполнимо, да. Притяжательный падеж, да, можно еще также вспомнить, что бывает с существительным притяжательный падеж. Наибольшую сложность, конечно же, уже это задание на употребление правил. То есть, если мы видим глагол, вот когда мы посмотрели, что вынесен у нас глагол, здесь вот нужно серьезно подумать, потому что в этом задании без знания основных видов временных форм выполнить задание трудно, но и здесь тоже бывают подсказки, то есть всегда рекомендую определить, в каком времени ведется само повествование всего текста. То есть, если это настоящее время, значит, скорее всего, и формы могут быть глагола настоящие. Если текст относится к прошедшему, значит, формы мы будем выбирать прошедшими. Ну, не всегда, конечно же, не всегда. Ну, помним также, что еще и необходимо определить залог, то есть он может быть пассивный. Итак, то есть, ну, вот здесь я уже тоже объясняла, да, что нужно прочитать предложение до пропуска, определить, в какой форме должно быть слово. Ну, теперь алгоритм выбора видовременной формы глагола, что очень, ну, считаю важным, потому что здесь больше всего ошибок допускается. Итак, первое, конечно же, решить для себя, к какому времени относится то, что ты собираешься сказать. То есть это настоящее, прошедшее или будущее время. Дальше. Реши для себя, о чем ты собираешься сказать. О том, что видишь, видел, или о том, что знаешь, знал, или будешь знать. Далее. Если о том, что видишь, спроси себя, что именно я вижу. Само действие, значит, будет форма прогрессив. Вижу следы действия, то есть уже действие совершилось, будет perfect. Далее. Если о том, что знаешь, неважно откуда, вижу само действие по сравнению с тем, что вижу сейчас, и тем, что видел до этого, тогда употреби форму perfect progressive. Ну или о том, что знаешь, да, неважно откуда, форму simple. Ну, вот такая табличка кому-то, может быть, поможет, у кого-то, может быть, есть свои какие-то хитрости, как обратить внимание ребят на то, как выбирать правильную форму глаголов. Возможно, конечно же, у всех. Кто-то, может быть, воспользуется и этим правилом. То есть форма глаголов здесь, я считаю, что это поменять форму глагола, это одно из самых сложных заданий в разделе грамматика. Но и все-таки можно справиться с ним достаточно успешно, если читать такие рекомендации. Внимательно всегда читать инструкции, просматривать текст, чтобы понять его содержание, внимательно читать предложения, определять, какая грамматическая форма этого слова требуется. Если это глагол, еще раз напоминаю, необходимо определить, какое время и как происходит действие. Если существительное, помним, да, число множественное или единственное. Если прилагательное, степень сравнения. Если числительное, количественное или порядковое. Если местоимение, личное, притяжательное, возвратное или объектное. Ну и затем прочитайте ответ, прочитайте предложение, чтобы убедиться в том, что ответ верен. Так. То есть с грамматикой, да, поработать можно, но опять же, если вы это делаете систематически, постоянно, то у учащихся не должно возникнуть серьезных проблем. В принципе, так же, как и с лексикой. Следующее задание – это задание на знание лексических единиц и навык оперирования ими в коммуникативно значимом контексте. То есть ребенку предлагается текст с пропусками и 8 лексических единиц, которыми данные пропуски можно заполнить. 2 из них лишние. Максимальный балл за выполнение данного задания – это 6. Ну и как и любое другое задание, оно имеет алгоритм выполнения, поэтому обратите, вот он на слайде представлен. Необходимо опять посмотреть на исходную форму слов, определить, какой части речи, то есть здесь необходимо при словообразовании, конечно же, учитывать, какой части речи слово принадлежит.
Прочитать текст до пропуска. Определить, какой части речи должно принадлежать слово в пропуске. Выбрать слова, принадлежащие к нужной части речи из слов на полях. И определить, какой из этих слов подходит по смыслу. Далее очень важно обращать внимание на сочетаемость слов. Некоторые слова могут использоваться в одних сочетаниях и не встречаться в других. Например, можно сказать fast food, fast train, quick shower, quick meal. Но quick train, quick food, fast shower, fast meal обычно не говорят. И таких сочетаний достаточно много. Перед вами на слайде пример задания на лексику, которое проверяет лексико-грамматические навыки. Это задание относится к базовому уровню, и в них проверяется, насколько вы умеете правильно употреблять в речи устойчивые словосочетания в рамках тем школьной программы. В заданиях нужно заполнить пропуски в тексте словами на полях, которые подходят по смыслу. Каждое слово можно использовать только один раз, и 2 слова будут лишними. Вы видите текст The Summer Garden. Как всегда при любой работе с текстом я обращаю внимание учащихся на заголовок текста и предтекстовое задание, о чем может быть текст. Сразу же посмотрели в каком времени текст представлен. И выпадающий список, вы видите здесь 8 предложенных слов: attraction, chapter, character, discussed, enjoyed, romantic, took and traditional. Как же работать? Конечно, необходимо посмотреть на исходную форму слов и обратить внимание на то, необходимо до выполнения задания тоже еще раз напомнить учащимся, что у слов, у разных частей речи в английском предложении есть свое место. То есть, например, прилагательное мы употребляем обычно перед существительным, характеристика. Далее у нас в утвердительных предложениях идут подлежащее, сказуемое и так далее. Это знание помогает ребятам выбрать правильную часть речи, а уже выбрав правильную часть речи из списка, можно надеяться на то, что вариант, который выбирают дети, он будет верным. Так, здесь посмотрите на исходную форму слов, вынесенных на поля, определите, какой части речи принадлежит каждое слово. Прочитайте текст до первого пропуска. Определите, какой части речи должно принадлежать слово в пропуске. Выберите слова, принадлежащие к нужной части речи из слов на полях. Определите, какое из этих слов подходит по смыслу. Помните, что подходящим будет только одно слово. Опять же, обращаем внимание на сочетаемость слов. И помним, что отдельные слова требуют после них употребления предлогов. Listen to, look at, look for, look after, фразовые глаголы и так далее. А после некоторых слов предлоги не употребляются. Climb something, tell somebody something и так далее. Да, конечно, здорово понимать, как выполнять задание, но трудность основная может возникнуть, если учащиеся просто не знают, как переводится слово. Поэтому необходимо расширять словарный запас, это важно и нужно, потому что без него не получится ни говорить, ни понимать английскую речь. И это очень важно. Еще раз мы видим лексический данный текст и напоминание, что необходимо обращать внимание на сочетаемость лексических единиц и так далее. Таким образом, систематическая работа по выполнению учащимися на уроках заданий на аудирование, на чтение, на лексику и грамматику, конечно же, сможет повысить шансы успешного выполнения всероссийских проектов